Правительство Таджикистана поручило направить дополнительные средства Рагунской ГЭС в размере 78 миллионов долларов. В Таджикистане 5 девушек избили и ограбили молодую женщину. Число погибших в Турции превысило 8,5 тысяч человек. Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Правительство Таджикистана поручило направить дополнительные средства для пополнения уставного капитала ОАО «Рагунская ГЭС» в размере 800 миллионов сомони, это около 78 миллионов долларов. В принятом правительством 2 февраля этого года постановлении, размещенном на портале правовой информации, говорится, что эти средства будут выделяться Министерством финансов со стабилизационного фонда развития экономики. Урегулировать оплату дополнительно выделенных средств в рамках плана расходов республиканского бюджета 2023 года, предусмотренных для пополнения уставного капитала ОАО «Рагунская ГЭС», поручается документом. ОАО «Рагунская ГЭС» обязали обеспечить своевременное и целевое использование выделенных средств и представить Минфину отчет о расходах. В Таджикистане расследуют дело об избиении и ограблении молодой женщины, на которую напали 5 девушек, жительниц городов Душанбе, Куляп и района Рудаки. Все они задержаны и подозреваются в избиении и грабеже, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Таджикистана. В сообщении отмечается, что в МВД Варзобского района обратилась с жалобой 25-летняя жительница столицы, которая заявила, что вечером 2 февраля 5 женщин в возрасте от 18 до 23 лет вывезли ее на частном такси на территории Варзобского района. Затем, по ее словам, они начали оскорблять ее, избивать, а потом отобрали у потерпевшей мобильный телефон стоимостью 4000 сомони, сообщили в ведомстве. В настоящее время по данному факту проводится расследование. Других подробностей, в том числе и причина, побудившая подозреваемых на такой поступок, не сообщается. Также МВД не сообщает, по каким статьям будет рассматриваться дело. При землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысяч человек, число пострадавших почти достигло 50 тысяч, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По последним данным, погибли 8574 человека, раненые 49 133, сказал он на брифинге, передает РИА Новости. По словам главы государства, в пострадавших провинциях обрушилось 6444 здания. Землетрясения магнитудой 7,7 балла произошли в провинции Кахраман-Мараш рано утром 6 февраля. Как отметил Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали 3 десятка авторшоков, а в середине дня еще одно землетрясение магнитудой 7,6 баллов. Подземные толчки продолжаются в Турции уже 3 дня. Эрдоган объявил 7-дневный общенациональный траур, а в десятке пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на 3 месяца. Землетрясение затронуло также Сирию, провинцию Алеппо, Латаки, Хама и Тартус. По последним данным сирийского Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали порядка 2000. Также стало известно, что завтра в 4 утра из Таджикистана в Турцию вылетят 50 спасателей, врач-хирург и врач-травматолог под руководством зампредседателя генерал-майора КЧС Республики Таджикистан Сулеймона Исозода. Сроки пребывания спасателей в Турции пока неизвестны. Это зависит от того, насколько скоро получится оказать помощь пострадавшим и продолжатся ли подземные толчки. По данным местных властей, повторные толчки значительно осложняют работу спасателей. Также из Таджикистана в Турцию направлена гуманитарная помощь около 25 тонн. По поручению правительства Республики КЧС собрали гуманитарную помощь, муку, масло, рис, сахар, а также многое другое, поделился Имамали Ибрахимзода, генерал-майор, зампредседателя комитета по чрезвычайным ситуациям. Помимо продовольствия в помощь входят палатки, матрасы, постельное белье, одеяло, антисептики и многое другое. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. В аэропорту Лондона его встретили премьер-министр королевства Риши Сунак. Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине, и сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию, написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Как отмечает Sky News, Зеленский и Сунак обсудят поддержку Украины, в том числе увеличение поставок военной техники.
Кроме того, президент Украины и премьер-министр Великобритании посетят тренировочную базу, где проходит обучение украинские военнослужащие. Позднее сегодня, по информации телеканала, Владимир Зеленский встретится с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце. В ходе своего визита Зеленский также проведет встречу с лидером лейбористской партии Киром Стармером и спикером Палаты общин Линдси Хойлом. Это второй зарубежный визит Владимира Зеленского после начала российских военных действий в Украине. 21 декабря 2022 года украинский президент посетил США, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и его командой, а также выступил перед обеими палатами Конгресса.